Добрый вечер, новости на канале НТС, в студии Джилдош Исаков, и вначале коротко о главных событиях уходящего дня. Выбирать президента будет меньше половины населения страны. Госрегистр представил в ЦИК предварительные списки избирателей. Язык мой, враг мой, а на подмоге еще и современные технологии. Разгорается скандал с телефонным разговором предположительно двух мэров Балыкчи, нынешнего и бывшего. Врачи не справляются. Глава Минздрава просит запретить частный извоз. Чтобы спасти всех жертв ДТП, не хватает ни людей, ни средств. 15 километров, 5,5 часов. Проверка на прочность своих сил и своего слова. Эркин Астрандиев, переплывший Иссык-Куль, рассказал о заплыве. Сразу о двух фактах изъятия героина за день сообщили в МВД. Сверток с 4 килограммами героина изъяли у кыргызстанца. Как сообщили в органах, мужчину подозревали в хранении и сбытии запрещенных веществ. И в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий у уроженца Ошской области при себе обнаружили 3 килограмма 700 граммов героина. Наркотик был упакован в пакет, который при присутствии понятых изъяли у задержанного. Еще 2 килограмма наркотических веществ обнаружили в городе Каракуль в автомобиле марки Toyota Windom. При осмотре в салоне были найдены 2 свертка с героином. Еще один напавший на известного теолога Кадыра Маликова осужден Первомайским районным судом. Рыскула Бишиналиева приговорили к 18 годам заключения. Мужчину задержали в Турции и после экстрадировали в Кыргызстан. Подсудимого признали не только виновным в нападении, но и членом террористической группировки «Исламское государство». Второго преступника, Алибека Телекулу, ранее осудили на пожизненное лишение свободы. Нападение на Кадыра Маликова, напомню, было совершено 26 ноября 2015 года в столице. Пострадавший получил несколько ножевых ранений. После он заявил СМИ, что к попытке его убить причастны приверженцы ИГИЛ. Нецензурная брань как язык делового общения в Иссык-Кульской области решают судьбу мэра города Балыкчи. В интернет попала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на Алмаза Мамбетова, оскорбляет другого человека с голосом, похожим на прежнего градоначальника Сатыбека Шамшудинова. Разговор содержит столько ругательных слов, что в нем проще сосчитать оставшиеся приличные изречения. По данному факту в администрации Иссык-Кульской области уже создана специальная комиссия. Им предстоит выяснить, действительно ли был разговор между бывшим и нынешним чиновниками. Если это подтвердится, действующего мэра может ждать не только отставка, но и уголовная ответственность. Подробности в нашем следующем сюжете. Такой яркой речи даже в интернете сыскать непросто. В сеть выложили разговор двух людей с голосами, похожими на бывшего и нынешнего мэров города Балыкчи. По словам авторов записи, герои обсуждают письмо бывшего градоначальника депутатам местного Кенеша, где Сатыбек Шамшудинов просит народных избранников обязать мэра отчитываться раз в год. Это предложение якобы крайне не понравилось действующему мэру, и он высказал свои претензии в телефонном разговоре. Ақылы, мақұл, осым деп айтып қой. Мөр айтты деп айтып қой. Қысқыла деп айтып қой. Қолы бұтыңарды Бывший мэр Сатыбек Шамшудинов подлинность разговора журналистам подтвердил. По его словам, запись была сделана 10 июля. Автор публикации уже обратился с заявлением в правоохранительные органы, правительство, к президенту страны и в Джугурку Кенеш. По данному факту создана специальная комиссия, которая намерена проверить, действительно ли человек на записи, активно использующий ненормативную лексику, мэр города Балыкчи Алмаз Мамбетов. Создана специальная комиссия по этике. В данный момент проводится проверка, действительно ли это был Алмаз Мамбетов или кто-либо другой. Ведь есть вероятность подделки голоса. Поэтому мы ждем подтверждения. Ответим после завершения проверки. По мнению экспертов, если факт того, что человек на записи это действительно Алмаз Мамбетов, подтвердится, одним только увольнением тут будет не обойтись. После того, как запись разговора попала в открытые источники, она уже должна рассматриваться в рамках совсем других статей. Тут и угрозы, и превышение должностных полномочий. Человек в разговоре угрожает расправой и депутатам местного Кенеша. Поэтому делом должна заняться местная прокуратура, считают специалисты. Подобные деяния, они подпадают под норму Уголовного кодекса Кыргызской Республики в том числе. То есть есть статья, которая так и гласит.
умышленное, ну, скажем так, унижение чести и достоинства выражено в неприличной форме, да, и, соответственно, предоставлены сроки. Если бы не была размещена эта запись в сети, это было от 20 до 50 тысяч минимальных расчетных единиц. Если это вышло в сеть, можно квалифицировать от 50 до 100 тысяч минимальных расчетных единиц. Плюс в отношении действующего мэра, это он является представителем власти. Здесь можно опять-таки применить статью из Уголовного кодекса в части порочащей, опять-таки, честь достоинства представителя власти. Это опять-таки от 50 до 100 тысяч минимальных расчетных единиц или до 6 месяцев заключения. Сам действующий мэр пока недоступен для комментариев. Его помощники утверждают, что Алмаз Мамбетов работает в обычном режиме. Накануне провел аппаратное совещание. Автор записи Сатабек Шамудинов говорит, что теперь он намерен защищать свою честь и достоинство в суде. Игорь Потанин, Владимир Кувалдиев, НТС. Почти 3 миллиона кыргызстанцев вошли в предварительные списки избирателей на предстоящих президентских выборах. Их перечень ГРС передала в Центр избирком, а с 16 августа они должны быть вывешены на участках, чтобы граждане уточнили наличие в них своих данных. Регистраторы уверяют, на этот раз списки составлены качественнее. Об этом они говорили и на прошлых выборах, однако после плебисцита критики было не меньше обычного. Далее подробности. Качеством списков избирателей практически на каждых выборах недовольных было всегда. И на самом деле критиковать было за что. Из перечня исчезали данные граждан, которые все исполнили как надо. И биометрию сдали, и предварительно проверили наличие своей фамилии в списке. Но в день голосования уходили с участка, так и не опустив бюллетень в урну. Либо они уже находили себя в списках, но на чужом участке, к которому они не имели никакого отношения. А еще были случаи, когда в перечне оказывались так называемые мертвые души. Человек уже на том свете, а его фамилия в числе избирателей. Эти недочеты, как уверяют специалисты ГРС, на этот раз исправлены, но давать гарантию качества все же не спешат. Мы провели максимальную работу и будем проводить, чтобы списки были идеальны. Ну, как говорится, везде может быть и человеческие факторы и так далее, но списки будут намного качественнее, чем они из месяца в месяц, из дня в день они становятся лучше. Итак, в предварительные списки избирателей вошли 2 миллиона 914 тысяч 588 граждан. Это на 70 тысяч избирателей больше, чем на прошлогоднем референдуме по Конституции. Сколько из них по разным причинам останутся за бортом нынешних выборов, станет понятно в день голосования. Потому как если даже человек и находится в списках, есть вопросы по идентификации его отпечатков пальцев. На прошлых парламентских выборах было немало жалоб от избирателей. По некоторым данным, несколько тысяч кыргызстанцев не могли проголосовать из-за того, что сканер не считывал пальчики. На этот раз в ГРС решили добавить распознавание избирателя по биометрии лица. Относительно того, что граждане не могли пройти идентификацию в день выборов по своим отпечаткам пальцев, в этом году в местные выборы, которые проходили в мае текущего года, мы добавили новую возможность прохождения идентификации по биометрии лица. Соответственно, если гражданин не может пройти идентификацию по отпечатку пальцев, он проходит идентификацию по биометрии лица. Переданные в ЦИК списки избирателей Центр избирком теперь должен вывесить на всех избирательных участках 15 августа, для того, чтобы граждане могли уточнить свои данные и в случае чего написать заявление о включении их в перечень, либо об исправлении той или иной ошибки. Есть ли он в списке? Если есть, правильно ли указана фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес проживания и так далее. Небольшая ошибка может создать проблемы в день голосования. Важно, чтобы наши граждане приняли активное участие в процессе уточнения, поэтому эти списки и называются предварительными. Контрольными они станут после обработки всех жалоб и заявлений. Их ГРС должен предоставить до 26 августа. Затем даются еще 5 дней, чтобы все еще раз сверить. И списки будут уже окончательными. Их за 3 дня мы распечатаем и распределим по всем участкам. Кстати, для того, чтобы проверить себя в списках избирателей, не обязательно ходить по участкам. Как говорят в ЦИКе, можно позвонить из дома в колл-центр на номер 119, либо на сайте ГРС. Манас Аджигитов, Алтынбек Канабекулу, НТС.
О ситуации в отечественной медицине президенту сегодня отчитался глава Минздрава Талантбек Батыралиев. Он рассказал Алмазбеку Атамбаеву о работе по улучшению качества предоставляемых населению медицинских услуг. Кроме этого, в ходе беседы министр проинформировал президента о ходе реализации проекта государственно-частного партнерства. По его словам, это поможет обеспечить доступ пациентов к высококачественным диализным услугам по приемлемым ценам. В свою очередь, будет возможно направить больше бюджетных средств на оплату услуг кардиохирургии, ортопедии и онкологии. И снова новости о жертвах дорожно-транспортного происшествия. 3 граждан погибли в аварии в Сузаке. Еще 3 получили различные травмы. По данным МЧС, трагедия произошла сегодня в селе Бешбала. Там столкнулись автомобили марки Volkswagen Venta и Hyundai. Не выдержали даже врачи. О ситуации с авариями на дорогах высказался министр здравоохранения. Медики спасали и будут спасать людей всеми силами. Однако вот их в последнее время уже не хватает. Ни сил, ни врачей, сказал Талантбек Батыралиев. И высказал предложение о запрете на частный извоз, при котором никто ни за что не отвечает и который никто никак не контролирует. Санавиации в стране с горными дорогами и перевалами давно уже нет. Реанимобилей не хватает. Этот летний туристический период особенно обнажил проблемы с аварийностью. Только за июнь и июль за неотложной помощью на Иссык-Куле обратились 435 раз. Как иссык-кульцы, так и туристы. Лето. Курортный сезон в самом разгаре. Станции скорой медицинской помощи Иссык-Кульского района работают в усиленном режиме. Зона их обслуживания 160 километров. Травматологическое отделение Иссык-Кульской областной больницы переполнено. Большинство пациентов, пострадавшие в результате ДТП. Курортный сезон, да? За 3 месяца 126 человек было госпитализировано. В Джетеогузском районе 48, 19 в Аксыйском, в Тюбском 12, в Караколе 47. У нас в Иссык-Кульской больнице за последнюю неделю 3 смертельных случая. В травматологическом отделении 28 мест, а лежат 43 человека. Со всех районов к нам привозят, особенно в ночное время. Разрывы внутренних органов или сосудов. От таких травм, полученных в результате ДТП, смерть моментальная, говорят врачи. Но, увы, зачастую подобные увечья получают пострадавшие при столкновениях машин. Нагрузка на медиков возрастает, а им необходимо выезжать и на другие вызовы. Однако об этом, видимо, не думают те, кто гоняет по дорогам на бешеной скорости. На учете состоит 423 автотранспорта. Специализированный автотранспорт – это скорая помощь. Из них 335 они находятся в исправном положении, и остальные 85 и более 85 – это 87. Значит, они сейчас в неисправном, они ремонтируются. Это техника, это которая постоянно выходит из строя. Надо, естественно, какие-то ассигнования, чтобы закупать запчасти, ремонтировать, текущий ремонт производить. Увеличение дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших, естественно, приводит к тому, что не во всех случаях наша служба скорой помощи, она приезжает в течение, допустим, 20 или получаса от момента травмы. Алло, санавиация, саламатсыздар, санавиация укчатат. Кунушай Чигитова 27 лет работает диспетчером санавиации. Женщина уже и не помнит, когда у санавиации была авиация. О самолете или вертолете врачи только мечтают. Так и до сложных больных было бы проще добраться. Ведь не каждый пациент в состоянии перенести дальнюю дорогу, учитывая состояние наших трасс. А из Бишкека врачи выезжают во все регионы республики, в том числе и в случаях ДТП, которые нередко случаются на перевалах. Медицинскую авиацию государство позволить себе не может. Дешевле приобретать реанимобили, каждый стоимостью в $120 тысяч. У нас самолета нет, и вертолета нет, только у нас это вот машина у нас только. А сколько время? 4 машины. У нас одна машина дневная, с 8 до 5 работает, а остальные 3 машины вот суточные. Сутками работают они. Заявку дадут с района, с областях. Мы отправляем врача. Вы по всей стране действуете? Да. Весь Казахстан. Вот. Врачи в поисках выхода из положения задумываются, как уменьшить случаи ДТП, которых за 8 месяцев этого года уже произошло 3398. Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев предложил как одно из решений этой проблемы запретить самостоятельный извоз пассажиров. В правоохранительных органах добавляют, что частные извозчики ускользают из их рук. Усилить ответственность водителей, занимающихся частным извозом, предложила и рабочая группа Совбеза. Таким образом, можно было бы там четко контролировать работу, которой занимается
легковом такси. И плюс, таким образом, можно было бы со стороны государственных органов контролировать техническое состояние транспортных средств и также профессиональное состояние водительского состава. На сегодняшний день, как мы знаем, что технический осмотр проводится на добровольной основе. Многие транспортные средства, которые занимаются частным извозом, не отвечают предъявляемым техническим требованиям. Естественно, там в первую очередь это состояние шины, состояние рулевого управления, состояние тормозной системы. В курортный сезон патрульная милиция дежурит в 3 смены в Иссык-Кульской области и на опасных участках трассы Бишкек-Ош. Правоохранители напоминают, перед дальней поездкой водителю необходимо хорошо выспаться. Каждые 2 часа делать перерывы. А если все-таки сон овладевает вами, лучше отъехать в сторонку и выспаться. Рамек Азизов, НТС. Устоявшаяся жара зачастую и действия граждан становятся причиной пожаров на открытых площадях, из-за чего выгорают сотни гектаров сухотравия, а где-то и поля. Накануне очередной пожар случился в Чуйской области. По данным противопожарной службы, возгорание распространилось на площади 200 гектаров. Горела сухая трава. Чтобы ликвидировать пожар, потребовалось 9 часов. В целом, за последние 7 месяцев в лесах и на полях случились около 350 случаев возгорания. По сравнению с прошлым годом, это на 30% больше, отмечают пожарные. Эти обгоревшие поля относятся к горе Босболток Чуйской области. Всего несколько часов назад здесь горело 210 гектаров сухотравия. Под огнем остались и поля пшеницы, а также часть ореховых деревьев. Точные причины возгорания сейчас изучают специалисты. Но по предварительным данным, пожар вполне мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, горящей спички или непотушенной сигареты. Боролись со стихией пожарные из столицы и Аламединского района, к которому и относится это лесное хозяйство. Помогали и местные жители. Тушили пламя на протяжении всего дня. Трудности в основном возникли с нехваткой воды. В ход шли и подручные средства. При тушении сухотравия мы используем хлопушки. Хлопушками тушить намного эффективнее, чем водой. И при тушении мы специально ограничили распространение огня, вызвали дополнительные спецтехники, ограничили пожар путем скапывания. Сумма нанесенного ущерба еще уточняется. Напомним, что это далеко не первый случай, когда горят поля. Недавно в Таласе выгорело 1,5 гектара леса, а неделю назад несколько раз горел ботанический сад Бишкека. В последний раз огонь охватил около 6 гектаров территории ботаники. По данным МЧС, в этом году заметно возросло количество пожаров на открытой местности. В сравнении с прошлыми показателями почти на треть. Только за прошедшие 7 месяцев зафиксировано 346 случаев. Материальный ущерб по приблизительным расчетам составил порядка 1 миллиона сомов. На сегодняшний день по республике произошло 1852 пожара. Наши граждане не соблюдают элементарные правила пожарной безопасности. Курят в неустановленных местах и выбрасывают там непотушенные окурки. Или же сами же выезжают за город в целях отдыхать, там оставляют без присмотра непотушенные очаги пожаров. Специалисты неустанно призывают соблюдать технику противопожарной безопасности, вовремя скашивать сухую траву, воздержаться от разжигания костров, особенно в жаркую погоду, когда сохраняется большая угроза возникновения пожаров. Алексей Немашкал, Рахат Джаныбекова, Нурбек Капаров, НТС. Это солнце на алом фоне и сокол с распростертыми крыльями. Знакомые каждому кыргызстанцу изображения флаг и герб. Вот только последнее время использование ненадлежащим образом этих графических элементов извратило и практически свело на нет их значимость. Повесить флаг в качестве шторки или размещать герб на товарах народного потребления, тем более спиртных напитках, почему-то стало нормой. Больше всего это обижает создателей государственной символики. Однако теперь за подобные действия будет предусмотрено административная ответственность. Проект такого восстановления разработало Министерство юстиции. Флаг в качестве ширмы, отделяющей отделы в магазине, герб как логотип алкогольной продукции. Государственные символы, которые по закону граждане страны обязаны чтить, в последнее время все чаще используют ненадлежащим образом. Вот флаг наш. Здесь вроде все правильно, тундюк и в пропорции все нормально, а только лучи солнца как-то грубовато получились. У нас более изгибы изящнее, более-менее.
Бекболсун Джайчибеков – один из авторов главного символа страны. Над созданием флага, признается, работали около 5 месяцев. В то время для молодых художников придумывать основной государственный символ была не только большая честь, но и огромная ответственность. И 5 вариантов сделали. Разговор, конечно, идет сессия. Видимо, заранее подготовлено было, не знаю, в общем, пригласили Монасовета Мусаева. У него были готовый доклад. И вот объяснял, что это, там он читал строки из Манаса, что этот красный цвет, это цвет флага Манаса. Какая-то гордость, так не только ответственность, но вообще какое-то другое чувство. То, как сегодня относятся к символам, столь трепетно разработанным группой художников, авторов не на шутку обижает. Не раз, признается Джайчибеков, обращались в госорганы, однако реакции так и не последовало. Несколько раз обращались и в Оргкнеж, и в вышестоящие органы, и без толку, потому что, вот, сами видите, и пишут, и в интернете, ну везде. Кто как может использовать. И правильно изображение, и правильно рисует, и неправильно, и в перевернутом виде использует всех этих. Даже в трусах, ну, допустим, большой кошмар. Никому нет дела. Вот это неуважение, конечно, символики. Проблемой озаботилось и Министерство юстиции. Ведомство предлагает внести изменения в закон о государственных символах. Согласно этим предложениям, планируется ввести административную ответственность за ненадлежащее изготовление и обращение официальной атрибутики, такой как флаг и герб республики. А контроль соблюдения стандартов при изготовлении госсимволики передать Госэкотехинспекции. Штрафные выплаты за разного рода нарушения при этом составят от 10 до 50 тысяч. За неправильное изготовление технических спецификаций государственных символов, то есть герба и флага, те лица, которые будут изготавливать данные государственные символы, они будут налагаться административным штрафом. Этим административным штрафом будут налагаться должностные лица, обычные граждане и юридические лица, которые профессионально для коммерческих целей будут заниматься изготовлением данных символов. Мировая практика показывает, что надругательство над госсимволами, как правило, карается по закону. В разных странах мира наказание определяется в зависимости от того, каким образом было проявлено неуважение к такого рода атрибутам. Чаще всего это проявляется как публично совершенное осквернение. За такие действия накажут и в нашей стране. В Уголовном кодексе за надругательство над гербом или флагом республики грозит штраф в размере от 50 до 100 расчетных показателей, либо лишение свободы на срок до 1 года. Сабина Дамаскина, Бакыт Кашалиев, НТС. Не профессионал, но тот еще любитель. В предыдущих выпусках мы уже сообщали о заплыве, который совершил бишкекчанин Эркин Асрандиев. Мужчина переплыл озеро Иссык-Куль с юга на север, на что у него ушло почти 5,5 часов. Свой заплыв мужчина совершил 5 августа. Он стартовал в селе Каратала на южном берегу озера и финишировал на северном берегу в селе Торуайгар. Дистанция заплыва составила 15 километров 100 метров, однако прежде чем выйти на старт, Эркин серьезно готовился. Сам бросил себе вызов, о чем сообщил только своим дочерям. Как после признался, в какой-то момент именно это заставило его продолжить начатое. Вот уже 7 месяцев Эркин Асрандиев начинает каждое свое утро в бассейне. В январе этого года мужчина поставил для себя серьезную цель – переплыть озеро Иссык-Куль с южного берега к северному. Сам до этого я не плавал. Ну, немножко плавал так по-любительски, а конкретно уже правильная постановка техники, тренировочные нагрузки. Это вот с января все пошло с тренером. Ну, в неделю 5 тренировок проводил. В общем, за 5 тренировок, ну, начинал объем, где-то недельный объем у меня составлял 9-10 километров, а потом довел до 20. Начиная с июля, как теплая погода установилась, я выезжал на Иссык-Куль
на выходных и там проводил тренировки на открытой воде, потому что между бассейнами и открытой водой есть разница, нужно привыкать. Своими планами в первую очередь Эркин поделился с самыми близкими, своими детьми. Обе дочери идею поддержали. Старшая даже сопровождала отца на всем отрезке его заплыва. Поначалу я особо никому не рассказывал про свою идею, я поделился только с детьми. Им даже, можно сказать, я специально сказал, чтобы потом уже не отказаться от этой идеи, потому что мне было бы стыдно. Поэтому я им специально сказал, чтобы уже, слово сказал, нужно сдерживать. Сам заплыв, как признается мужчина, дался ему нелегко. Расстояние от одного берега до другого составило чуть больше 15 километров. Время, за которое Эркин преодолел установленную дистанцию, 5 часов и 24 минуты. В какой-то момент, когда уже 4 часа заплыва прошло, я сильно устал, и когда увидел, что до северного берега еще приличное расстояние, в какой-то момент я пожалел, что это все я затеял. Было такое моментальное желание оказаться в теплой постели, спать, сытно поесть. Еще полчаса я проплыл, и уже явственно увидел, что северный берег близко, уже деревья были видны. И появился новый прилив энергии, и я доплыл. Приверженец здорового образа жизни Эркин признается, что в какой-то момент плавание стало для него единственно возможным видом спорта и спасением от полученных ранее травм. Некогда занимавшийся боксом, кроссфитом и бегом, мужчина повредил сначала руки, а затем и ноги. Я думаю, что если бы не было этих травм, я, наверное, не сделал бы заплыв в Турэ-Агыре. И поэтому иногда вещи, которые кажутся тебе большой проблемой, на самом деле открывают новые возможности. Сегодня Эркин ставит для себя новые, не менее масштабные цели. На следующий год пловец-любитель планирует увеличить дистанцию до 25, а то и 30 километров. И совершить этот своеобразный челлендж он планирует там же, на любимом озере Иссык-Куль. Только на сей раз переплыть от села Чырпыкты до села Шорбулак. Сабина Дамаскина, Александр Симонов, НТС. Это была последняя информация в выпуске. Оставайтесь на канале НТС. До свидания.